Хăț păițațu gurioma, mșânăr tripul джабума, сылашара сыпсатну, абасулой сыпут. Первый день кастинга в детскую театральную студию при Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба прошел в дружеской, непринужденной атмосфере. Дети, конечно, волновались. Выступать перед народным артистом непросто, но Нудар Чанба по-отечески тепло отнесся к конкурсантам, хвалил, давал советы. Ну, в принципе, я это и ожидал, потому что у нас дети не раскрепощенные. Вот, немножко зажатые. Ну, это я ожидал, потому что дети здесь и дети, скажем, в Европе, ну, по-другому, они в другом обществе растут. И поэтому ждать, скажем, сразу вот такого свободы действий нет. Поэтому вы видели, как мы задаем какие-то вещи доступные, да, и дети меняются. Самое главное, что мы хотим понять талант ребенка и как реагирует ли он на то, что мы говорим, или он остается таким, какой он есть. Ну, к счастью, все, кого мы сегодня прослушали, они реагируют, и это очень верно, и это очень приятно, потому что эмоциональный отклик идет от детей. Анана Тушба с детства танцует и неплохо поет, очень любит абхазский язык и мечтает поступить в театральный вуз. Анана верит, что занятия в театральной студии приблизят ее к мечте. Я узнала о кастинге, увидев объявление в интернете на официальной странице Абхазского драмтеатра. Мне очень понравилось, так как не было раньше такой возможности, а сейчас в стенах Абхазского театра есть возможность как бы раскрываться. Да, и очень мне нравится, что это все будет проходить как бы на абхазском языке. Руководитель детской студии Гудиса Тодуа прямо в ходе прослушивания давал детям советы по сценической речи, подсказывал, как стоять и куда смотреть, чтобы произвести наилучшее впечатление. Дети, ну, конечно же, максимально проявили себя в хорошем смысле этого слова. Очень одаренные ребята у нас, естественно, и пластически, и музыкально, актерские тоже есть, как говорится, задатки. Есть над чем работать, и в этом вся суть и весь вкус, в принципе, работы с детьми. Кастинги в детскую театральную студию будут проходить каждую пятницу с 11 до часу дня в течение всего августа. Для участия в отборе приглашаются дети от 8 до 16 лет. Итоги прослушивания будут объявлены в начале сентября. Естественно, знание абхазского языка нужно, поскольку это абхазская студия. Второе – это пение. Спеть любую песню, которую ребенок знает. Ну, если, допустим, песню на абхазском языке желательно, но если он не знает, то можно и на русском языке или на другом иностранном языке, скажем. Вот. И, естественно, танец. То же самое. Желательно, конечно, абхазский танец, но если ребенок на сегодняшний день не знает, то другой какой-нибудь танец. То есть цель заключается в том, чтобы, первое, он знал язык, остальное мы всему здесь научим. Тем временем труппа Абхазского драматического репетирует спектакль «Носороги». Философскую постановку Мадины Аргун о том, как остаться человеком в мире носорогов, в августе покажут всего единожды, 3 числа. Думаю, что те, которые смотрели этот спектакль, у всех хорошие отзывы, и нам очень приятно, поскольку в спектакле можно и посмеяться, и есть где задуматься, есть моменты, когда даже если захочешь, не сдержишь слезы. Я надеюсь, что сегодня у нас зритель будет и понравится всем. 8 августа в Абхазском драматическом театре покажут спектакль «Пешком», 9-го «Кролики и удавы» по Искандеру, 16-го можно увидеть любимый многими «Дом Бернарды Альбы», а 23-го постановку «Тот, кто свел царя с ума» авторства Хуты Джопуа и Садбия Хватландия. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.